Библиотека «Филиал номер 2» города Лисаковска продолжает работу в рамках проекта «Свидание с талантом», где мы познакомим вас с современными казахстанскими писателями. 1 января свое 80-летие отметил Мурат Мухтарович Ауэзов, казахстанский общественный деятель, культуролог, кандидат филологических наук, член творческих союзов писателей, кинематографистов, член пен-клуба Казахстана, филолог, востоковед. Мурат Ауэзов формировался как личность в семье выдающихся людей, испытал мощное влияние отца, классика казахской литературы Мухтара Ауэзова, и беспредельную любовь матери Фатимы Габитовой. Родители воспитали достойного сына и передали ему самые лучшие человеческие качества – любовь к жизни, к труду, уважение к людям, интерес к истории своего народа, веру в свои силы, веру в справедливость. В 1959-1965 годах Мурат Ауэзов учился в Институте восточных языков при МГУ на отделении китайской филологии, защитил кандидатскую диссертацию. Влившись в ряды шестидесятников во время хрущевской оттепели, вместе с земляками-казахстанцами он организовывает в Москве неформальное молодежное объединение «Жас Тулпар» для пропаганды национального самосознания и истории предков, изучения и распространения идей Алаш-Орды. Вернувшись в Алмату, работал научным сотрудником в Институте философии и права Академии наук Казахской ССР, где под его руководством началась работа по осмыслению эстетического наследия мира кочевников. В результате напряженной работы была написана и оформлена монография по эстетике кочевников. К сожалению, как только книга была напечатана, весь ее тираж был уничтожен по распоряжению властей. В разные годы Мурат Мухтарович работал генеральным директором Национальной библиотеки Республики Казахстан, президентом фонда «Сорос Казахстан», заведующий отделом Центрального совета Общества охраны памятников истории и культуры Казахстана, главным редактором киностудии «Казахфильм». Где бы он ни находился, он вносил неоценимый вклад в сокровищницу национальной истории и культуры, будь то это новые фильмы или материальные памятники истории и культуры. В 1989 году вместе с Алжасом Сулейменовым он создает общественное движение «Невада-Семипалатинск». Под его руководством проводилась агитационная работа о вреде ядерных испытаний. Были выпущены многочисленные листовки и другие материалы. Организован целый ряд митингов и маршей. В 1992-1995 годах он является чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Китайской Народной Республике. И здесь он многое сделал для укрепления дружеских и партнерских связей с великим соседом. Мурат Мухтарович оставил огромный след в работе Национальной библиотеки Республики Казахстан. За короткий срок эта библиотека стала настоящим форумом художественной жизни нашей республики. При нем постоянно проводились различные семинары и конференции по самым важным вопросам жизни нашей республики. Впервые в библиотеке были организованы национальные центры, посвященные литературам различных стран. Он провел огромную работу по технической модернизации библиотеки. Вы возглавляли Национальную библиотеку. Какими запомнились? Какой, на ваш взгляд, все-таки веха в жизни они вам оставили? Без книги никуда. Вот в эти времена новые, конечно, интернет, и можно читать электронные книги и так далее. Но у книги есть особая сущность. И призвание, что ли. Вот свобода выбора. Нас же немного казахстанцев живет на этой большой земле, многопроблемной, очень немало государств, так сказать, положили глаз на наше богатство, на нашу территорию. И здесь каждый должен быть качественным казахстанец. У нас для этого есть очень много оснований. Но качество человека вызревает, когда у него есть способность делать выбор. А этот выбор он делает, когда он сравнивает, он читает, он идет по стезе углубляющегося знания. И вот для этого наша библиотека, Национальная библиотека Республики Казахстан, она предоставляет уникальные возможности. Там, как только мы взялись за эту программу «Культурное наследие», сколько богатств мы обнаружили у себя здесь. Стихи великих персидских поэтов,
13-14 века. Вот они все время, они лежали здесь. Эта библиотека сложилась как судьба народа Казахстана. Здесь очень много книг, которые прибыли сюда с народами депортированными сюда, с теми, кто был эвакуирован из Москвы, Ленинграда и так далее, с теми, кто был вообще сослан сюда, репрессированный. Так? И вот эти книги делят судьбы вот этих обстоятельств, но они несут в себе такой заряд энергии. Они не случайны, поскольку все, кто перемещался сюда, они самые ценные с собой везли. Вот рискуя и так далее, и так далее. Поэтому библиотека всегда, встреча с библиотекой, ее коллектив. Ну, а то, чем человек занимается, оно и формирует человека. И поэтому, если хотите по-настоящему хороших людей увидеть, сходите в библиотеку. Их там много. Наши библиотекари замечательные. Вот как раз вопрос, который самый актуальный сегодня. Мы не становимся менее читающей нацией разве? Ведь в свое время мы говорили, Советский Союз самая читающая страна. Ведь как много изменилось-то в культурологическом плане с тех пор? Да, ну тут совершенно вот эти крупные категории, вот мы стали такими-то, так они здесь не действуют, потому что мы в переходном состоянии, мы транзитное общество, и все, что сейчас происходит, это симптомы скорее, так вот, а не такая тяжкая хворь. Вот, поэтому я думаю, что люди прекрасно сейчас уже начинают понимать, что не читающий, не размышляющий, не умный человек, он не конкурентоспособен. Вот эти вот всевозможные суррогаты, так сказать, ну, победители, так сказать, ну там коррупция, там взятки, там бандитизм и так далее, это все очень временно, это пена, которая сейчас уйдет. Мы живем в ритмах слишком большого всемирно-исторического времени. Понимаете, не зря сейчас эти разговоры, в которые я абсолютно не верю, там о апокалипсисе, конце света и так далее. Но нечто сгущается в биографии, вот вообще в самой планетарной, рода человеческого. И здесь мы не можем, ну, мелко плавать, как говорится. Ну, да. Библиотека для этого открывает великолепные возможности, а какое-то наслаждение так. Ну, становиться все мощнее внутри себя, читая великолепную поэзию, скажем, великолепную прозу, философские труды, исторические труды. Когда ты идешь не в мифологическом, так сказать, иллюзорном времени, а опираешься на надежнейшие основы, так, опоры, ну, титанов духа, так сказать, всех времен и народов. За вклад в развитие культуры страны и гражданского общества Мурат Мухтарович награжден орденами Курмет, Парасан, Барыс первой степени и многочисленными медалями. Заслуженный деятель Казахстана, лауреат премии Тарлан. Он награжден премией Алтын-Асык, премией Ассоциации Алтын-Фасыр. За бережное отношение к историко-культурному наследию Казахстана авторская программа Мурата Ауэзова «Времен связующая нить» была награждена дипломом первого международного телевизионного конкурса «Лучшая программа сотрудничества», а за вклад в исследование и модернизацию Великого Шелкового пути бронзовой медалью ЮНЕСКО.